одно из самых эффективных средств для забития мячей в хоккее с мячом. Простите за тавтологию. Вот первой главе матча Строитель подает и гол! Вот так вот оно, да. Резкое начало, и на 3-й минуте Сыктывкарский Строитель прям-таки открывает. Прям вот расстреляли ворота, и сетка сколыхнулась. За спиной Евгения Воронкова 1-0. Удачное начало для Сыктывкарского клуба. 1-0. Ну что, теперь можно играть и на удержание счета. Как вы думаете, Александр? Ну, во-первых, я хочу принести небольшие извинения. У нас были технические неполадки. Вот только сейчас трансляция появилась на БНК. Но я думаю, в перерыве мы увидим еще раз взятие ворот. Да, к сожалению, ну, зрители не увидели первый гол Строителя, но... Это зрители на БНК или зрители на Ютубе? Зрители на Ютубе вообще в целом. На Ютубе в целом, да. Трансляция чуть-чуть задержалась. Но отличился у нас Никита Свиридов, новичок команды, новичок Сыктывкарского клуба, 91 номер. Перешел он в Сыктывкарский клуб буквально на ленточке до заявочной кампании в конце декабря. Ну вот нам показывают, повторяет мяч. Никита Свиридов удар. И, в общем-то, не было шансов у вратаря соперника. Понятное начало. Между прочим, да, когда Евгений Воронков на воротах, Кузбасс не проигрывает в этом сезоне. Вот первая заявочка на то, чтобы изменить эту приятную для него тенденцию от игроков Строителя сделана. Смотрим дальше. Конечно, сейчас Кузбасс вряд ли побежит в атаку всеми силами. Еще только 5-я минута. Играть и играть. Ну, хотелось бы, чтобы Строитель не останавливался, преимущество свое развивал. Понимаю, что во втором тайме, когда скамеечка Строителя подустанет, когда основные игроки будут уже из последних сил играть, а Кузбасса мы видим скамеечка подлиннее, поопытнее, помастеровитее, что там скрывать. Я думаю, с этим сложно поспорить. Да, то там будет, конечно, довольно тяжело хоккеистам из столицы Республики Коми. Вот. Никита Филатов у нас, Никита Свиридов довольно успешно влился в игру, и он в матче с Кузбассом отличился результативными действиями, 7-7 запомнился, вот, и сейчас отличился, так что я думаю... С места в карьер взял. Ну, не хватало такого атакующего игрока Сыктывкарскому клубу, если с линией обороны все было более-менее в порядке, по ротации. Прежде всего, да, не будем говорить, что по качеству, наверное, никто бы не отказался от пары-тройки опытных мастеров в своем составе, вот, то по ротации хотя бы линии обороны все было довольно неплохо, то в атаке мы, конечно, смотрелся Строитель довольно без зуба в последних играх, и очень много претензий было высказано и к Владимиру Власюку, и к Михаилу Селедкову, к нашим двум основным нападающим, но вот Власюк сейчас травмирован. Мы говорили уже, дней 10-14 будет вне игры, то есть, возможно, в домашнем льду в январе мы его не увидим. Вот, ну, к Михаилу Селедкову тоже большие вопросы. Пока не оправдывает, возможно, на него надежды. Кузбасс на своей полной поле владеет мячом, переходит в атаку. И вот сейчас момент, падает игрок Кузбасса. Ничего не было. Было, конечно, может быть. Но главное, что всего лишь угловой в этом моменте, а владей бы игрок Кузбасса, сказать, навыками Криштиану Роналду, то, может быть, уже видели 12-метровый мы. Ну, чисто была сыграна защитой Строителя. И вот первый же угловой Кузбасса. Надеюсь, не будет обмен ударами. Да. Довольно тогда спокойно мы реагируем на этот момент. Но все же, когда в ворота твоей команды влетает мяч, не кричать же, как угорелые, да? Как-то так... спокойно, да. Да, вообще, как будто так и задумано было. Мне кажется, даже игроки Строителя сейчас так реагировали, как будто так и задумано. То есть ожидали. А вы нас не удивили, мы, в принципе, к этому были готовы. 1-1 к 7-й минуте, довольно результативное начало игры. Хотя нам бы, конечно, нас бы устроил бы единственный мяч, который был забит Строителем в начале встречи. Мы бы не расстроились вообще ни капельки.
Ну вот смотрите, сейчас у нас еще угловой, снова строитель. То есть пока что у нас и у строителей, и у Кузбасса 100% реализация угловых. Да, после 7 минут. После 7 минут. Это как в баскетболе, да, когда 2 штрафных, первые забиты, 100% реализация штрафных бросков. Посмотрим розыгрыш. Удар. Вот и 2-1! Прям вот просто аплодисменты нашей команде. Фантастика. Конечно, простите, уважаемые зрители, если вы не разделяете нашу любовь к сыктывкарскому строителю. Вот, но 2-1, 3 угловых, 3 мяча в этом матче. Ну просто прекрасно. Прекрасно! Да, интересно, команды решили играть. 3 стандарта и 3 мяча. И опять реакция Кузбасса была такой, что, ну, в общем, ожидаемо. Может быть, игроки еще до сих пор не отошли от празднования Нового года? Ну, если у нас камеры будут запотевать, Иван Кораблин. У нас Иван Кораблин номер 3 отличился, местный игрок, воспитанник сыктывкарской школы хоккея с мячом. В прошлом году был у нас штатным пенальтистом, реализовал 12-метровые удары. Ну, вот смотрим сейчас. Ну, здесь снова не было шансов. Ну, под перекладину, да. Вратарь смещался, чуть-чуть опустился, не могу сказать, что на колени, но присел, среагировал, то есть видел момент броска, видел мяч. Ну, конечно, тут сложно было что-то сделать голкиперу Кузбасса. И 2-1, довольно-таки интересно. Строитель в этом сезоне не блещет результативностью, прямо скажем, да. Но... Да, тяжело даются забитые мячи. И больше того, забивают у нас в основном полузащитники. То есть на данный момент лидеры у строителя по системе гол плюс пас — это Денис Садаков 6 мячей, 7 передач, и Максим Зубарев 6 мячей, 8 передач. То есть 6 мячей для бомбардира — это, конечно, немного. Для полузащитника это хороший результат, но не для лучшего снайпера команды. К примеру, лучший в составе Кузбасса Вадим Стасенко в этом сезоне забил 16 мячей. Богдан Павенский 10 и Владимир Каланчин 9 мячей, это номер 11. К нему, наверное, особое внимание сегодня должно быть. Сейчас вот игру остановил арбитр, там мог быть выход 1 на 1. Так вот, Владимир Каланчин у нас из Кузбасса, это игрок, который вошел в состав расширенной сборной России на ближайший чемпионат мира по хоккею с мячом. Есть, конечно, у многих болельщиков, так скажем, сомнения в этой кандидатуре. И нам бы довольно очень хотелось, чтобы сегодня эти сомнения только усилились, а не наоборот развеялись, да? Вот. Все-таки лучший критерий оценки эффективности нападающего — это голы. Сегодня мы пока от Каланчина мячей не видим, но дай-ста Бог, так дальше и продлится. Да, игра неспешно проходит в центре площадки. Ну, мы ждем углового. Да. Мы ждем следующего углового. Разбита на паузы игра. То есть свисток арбитра несколько раз звучал за последние пару минут. Да, мы, кстати, арбитров так сегодня пока не представили. Главный арбитр — это Никита Юкляевский, Санкт-Петербург. Помощники его — Дмитрий Аникин, Казань, Игорь Дердюк, Казань. Резервный арбитр Михаил Цивулин, город Сыктывкар, наш известный в прошлом хоккеист. Инспектор матча Андрей Стук, город Архангельск. Возможно, Михаила Цивулина, конечно, в ряде матчей не хватает строителю. Только в том сезоне завершил карьеру. Наш в прошлом опытнейший просто игрок, который застал и лучшие, и худшие годы сыктывкарского клуба. Но мы ждем поросль. Да. Ждем замену в будущем молодых, перспективных игроков. У нас в составе строителей сегодня на такое звание может претендовать, пожалуй, только Никита Агафонов. Но внимание, у нас вот сейчас угловой Кузбасс. Да, второй угловой ворот строителя. Напомню, строитель 2 своих угловых реализовал. Ну и Кузбасс тоже 1 из 1. Поэтому прервется сейчас, так сказать, тенденция. Мы увидим. Или нет. Краткое совещание в филях было углового флажка. Ну все. Можно выдохнуть. Кузбасс свою серию прервал. Осталось только, чтобы мы не прерывали.
в большинстве букмекерских контор там на футбольные соревнования, на крупные такие, ставится даже кто больше угловых подаст, да, или сколько будет мячей с угловых. Вот сегодня, если была бы такая ставочка, довольно интересно было бы посмотреть за тем, как она развивалась. Вот здесь офсайд, выход 1 в 1 арбитр остановил. Мы видим, что на трибунах стало более многолюдно, люди, болельщики подошли. Ну и хочется напомнить, потому что сегодня первые 500 болельщиков, которые пришли на стадион, будут участвовать в розыгрыше, но сейчас об этом чуть попозже. Проход по флангу, но не удалось сохранить проскочить, да, мимо двух хоккеистов Кузбасса. Так вот, первые 500 болельщиков получили купончики и будут участвовать в розыгрыше 8 сертификатов на 3000 рублей на обучение водительскому мастерству. Так что поход на хоккей с мячом в Сыктывкаре — это не просто приятное зрелище, но и возможность выиграть хороший такой сувенир. Но это еще не все, у нас там в перерыве будет розыгрыш других ценных призов, о них, наверное, чуть-чуть попозже тоже поговорим. Вот, так что болельщиков, если кто-то вот еще буквально дома надевает валенки, курточку и готовится бежать на стадион, призываем поторопиться. Если вы не попали в число 500, то есть возможность выиграть другие призы. Тем более игра радует результативностью. Это еще далеко не конец, я думаю. Ну, 13-я минута — это всяко далеко не конец. Я думаю, что еще один угловой мы сейчас увидим в исполнении Кузбасса. Сейчас совещаются игроки-строители. Опять же, если говорить о тенденциях, то свой голевой угловой Кузбасс прошляпил он все равно. Так что не надо вспоминать о том, что было довольно неприятно. Подача. Тут все грамотно выбежали игроки обороны. И строители, да, вынесли мяч. Ну, и сейчас игра так успокаивается потихонечку. Вот, Сыктывкарский клуб с мячом. Слышим болельщиков строителя. Да, это, конечно, не Энфилд, но тоже неплохо. Игра, заметьте, пока без удалений, довольно так приятный. Темп, не грубая. Да, после праздничная. Мне кажется, если мы сейчас бы зашли на трибуны, то там атмосфера праздника до сих пор сохраняется. Наверное, пахнет и елкой, и мандаринами, и победой. Пока не знаем, чьей. Вот, надеемся. Смотрите, сейчас момент. Догнал нападающий Кузбасса мяч прямо на ленточке. Но пройти внутрь штрафной не дали. Внимательно наблюдали за этим защитники строителя. Хотели на сегодняшнюю игру в основу пригласить защитника из фарм-команды Куликова. Ну вот момент, опять строитель прорыв. Хороший прорыв, прострел. Ну это надо было забивать. Вот это надо было забивать, но блестяще сыграл вратарь. Да, на месте Кемеровского Кузбасса, да. Преградил путь мячу. Это... И вот смотрите, повторяется. Вот он момент! Гол! Блестяще! Вот оно! И прям вот просто распластавшись по льду празднует наш хоккеист взятие ворот гостей. Отлично, не опустили руки, когда первый раз не удалось реализовать момент. Это Максим Зубарев. Максим Зубарев. И отличный проход Максима Зубарева. Усадил голкипера и под ним прокатил мяч. Отличная реализация. 3-1. У такого, наверное, Кемеровский Кузбасс не ожидал. И вот мы видим тайм-аут, наверное, уже берут гости. Да, гостям сейчас стоит призадуматься. Они очень такие расслабленными вышли на игру. Я думаю, не ожидали такого приема здесь. Ну, знаете, нас тут шапками тоже не закидать. Как бы мы готовы биться. Вот сейчас, конечно, нужно успокоить игру гостям, а встрече, наоборот, не расслабляться. И сейчас важно, прежде всего, не пропустить быстрый ответный мяч. Если при счете 3-1, даже если при таком счете уйти на перерыв, то это довольно успешное такое начало будет для нас, для Сыктывкарского клуба. Здесь ничего не смог сделать вратарь. Ну и отметим, Максим Зубарев, очередной гол, так сказать, свой актив. Да, полузащитник, который забивает больше всех нападающих вместе взятых в сыктывкарской команде. Ну, а с другой стороны,
У нас в этом сезоне даже у защитника Евгения Люкина больше мячей, чем у всех нападающих вместе взятых. Да? Ну, это первый мяч с игры сегодня. Первый мяч с игры, да. Да, согласен. Видимо, погода в Сыктывкаре пока не по душе кемеровчанам. Не приспособились пока они к нашей температурным условиям, к манере игры Сыктывкарского клуба. Ну и Стритиль ведь не отсиживается в обороне, надо сказать, да. Не от обороны играет, а клуб не заперся у себя всей командой на половине поля. Довольно весьма интересно идет игра, и активно, и приятно даже смотреть просто. Да, надеемся, что все продолжится в том же духе. Вот, надо поставить, пока есть время, свечку. Может быть, поможет. Ну, трибуну кричат молодцы, если я не ошибаюсь, да? Да. Вот. Конечно, преждевременно, но в любом случае дебют удался. Дебют удался, и, мне кажется, удивлены, наверное, не только хоккеисты Кемеровского Кузбасса, но и люди, которые смотрят нашу трансляцию из Сыктывкара. Я уверен, что в Кемерово сейчас довольно много людей, болельщиков, примкнули к экранам. Кто-то телевизоров, кто-то компьютеров. Несмотря на поздний час, я так понимаю, там сейчас в Кемерово уже ночь. Меня поражают ваши географические и математические способности, да, Александр. Вот. Главное, чтобы в Кемерово сейчас не было так, как с новогодней елкой в Южно-Сахалинске. Кто знает, тот поймет, да? Сейчас смотрим угловой, очередной стандарт, но 2 подряд гости не смазали. Надеемся, что вот эта тенденция продолжится. Я вообще надеюсь, что мы перестанем по ходу матча считать угловые. У нас просто старт игры так. А то как настроил. Барашков будем считать, еще и уснем, да? Смотрим за этим розыгрышем. Ну, довольно так опасно было, но мяч уже вне штрафной Сыктывкарского Строителя. Удалось его выбить. Ну и кемеровские хоккеисты начинают... Зачем усложнять было, в принципе, да? Угу. Кемеровские ребята сейчас в атаке. 9-й номер с мячом, Денис Игошин. Не пускают его во владение. Да, конечно же, пусть на своей половине поля катает. Да, вот с вратарем где-нибудь там. Можно вратарю пас дать, да. Умение играть ногами еще никто не отменял. Оно и в хоккее с мячом пригодится. 28-й номер сейчас Денис Борисенко. Пас на левый фланг. Здесь у нас борьба за мяч. Проталкивает 17-й. Это Вадим Стасенко, кстати, да, лучший снайпер Кемеровского Кузбасса. Один из лучших игроков в составе Кузбасса, в принципе, в истории команды. Провел там в числе 3 игроков, которые провели больше всех матчей за Кузбасс. Что может только вызывать уважение, да, такая преданность любимому клубу. Ну вот сейчас снова Кемерово в атаке. Момент сейчас, да, момент сейчас был довольно опасный. Ну, начнется Сыктывкар от ворот. 35 лет, кстати, посмотрел специально Вадиму Стасенко, мастер спорта международного класса. Начинал еще в хоккей играть в сезоне 98-го года, когда в составе красноярского Енисея. Причем Енисей тогда стал чемпионом, а Вадим Стасенко принял участие в одном всего лишь матче. Играет в составе Кузбасса с 2002 года. Его в активе уже свыше 500 мячей в чемпионатах страны. То есть мы можем понимать, какая угроза нас ожидает от этого хоккеиста. И глаз да глаз нужен за ним. Вот не догорело, кстати, когда у нас забивал Максим Зубарев, хотели как раз в оборону пригласить защитника из Строитель-2, Куликова, довольно молодого и парня, которого уже подпускают к основе, но он сегодня тоже на молодежных соревнованиях, поэтому, к сожалению, мы его в составе Строителей и в заявке на сегодняшний матч не увидели. Вот. Он сейчас сбивает в центре поля. Строитель. Сбивает, да, в центре поля. Судья не видит нарушения нашего игрока. Это как раз Михаил Селедков, нападающий, оказался на льду.
довольно все равно игра по-прежнему не грубая, хоть падение есть. Да, кстати, отмечу, вот я сейчас посмотрел технический онлайн, оказывается, было удаление одно. На 6-й минуте Артем Савельев из Кузбасса покинул поле на 10 минут, но вернулся уже буквально через 1,5 минуты, потому что было взятие ворот. Поэтому мы даже не заметили. Я даже думаю, что не стоит уделять было этому внимания. Говорится, нарушил, отдохнул 1,5 минуты, получил мяч в свои ворота. Можешь продолжать действовать в том же ключе. Мы не против. Тем временем уже половина первого тайма прошла, так и не скажешь, да, так довольно темп игры приятно радует. Вот мы видели сейчас вот после свистка арбитра игру ногами в исполнении вратаря Кузбасса. Довольно точный пас на метр. Не каждый футболист, например, этим может похвастаться, особенно в составе сборной России. Вот. Мяч на фланге, с передачами, клюшками пока у Кузбасса похуже. Ну, Строитель снова сыграл на отбой. Я думаю, вот сейчас мы видим игру на контратаках в исполнении команды Павла Франца. Вот. По счету, скажем так. По счету, может даже на удержание это назвать. Но все же силы хоккеистов ограничены. Скамейка, мы говорили, уже короткая. Всего лишь 5 полевых игроков у Строителя полевых, простите, я повторился, да, всего лишь 5 полевых игроков на скамейке запасных. Может быть, даже Денису Гутаренко было бы возможность надеть коньки, взять в руки клюшку и... А сейчас моменты! 4-1. 4-1, а вы говорили, да? Вы говорили, что Кузбасс будет... Антон Аппенлендер. Как он там оказался? Я не знаю. Может быть, он просто появился так из-подо льда вырос просто. Фантастика. У нас даже камера, наверное, не успела его выявить просто. Да, и не было положения вне игры, и просто один перед воротами игрок сыктывкарцев. И 4-1. 4-1 это ж нечто, да. Мне кажется, если бы сейчас гости могли бы взять второй тайм-аут в этом тайме, они бы этой возможностью воспользовались. Потому что, как говорится, ничего не предвещало. Да. Такое начало года. На трибуне Fire мы видим. Ну, это, конечно, зря. Это лучше убрать. Правильно. Итак, смотрим повтор. Вот смотрим, мяч обработал Антон Аппенлендер мяч. Выход 1 в 1, уложил вратаря ложным движением и уже освободившийся просто катнул мяч. Мастер. Да, к сожалению, повтор не дает нам возможность оценить всю атаку. То есть, как главное, пас, да? То есть, ну, видимо, пас прошел в разрез. Вот а смотрите, еще момент. Да что ж сегодня происходит-то? Еще и 5-1! Вот оно! Фантастика! Что просто, да, разрывает сыктывкарские Строители гостей. Да вот остается только руками разводить. Что делать-то, да? Что делать? Что творится у нас сегодня на льду в первые 26 неполных-то минут? Да просто, я не знаю, но... Мне кажется, что да, можно игру уже завершать, ребят. Ох, сейчас только бы... Неистовствуют у нас трибуны. Только бы у хоккеистов Строителя такая мысль в головах не поселилась. Ну, да. Ни в коем случае нельзя останавливаться, ребята. Михаил Селедков. Да, наконец-то первый мяч. Да, но решил не пасовать, а сам пробил. Неотразимо под перекладину. Михаил Селедков. Первый мяч в этом сезоне, я так понимаю, если статистика мне в памяти не изменяет. Да, поздравляем Михаила. Надеюсь, это придаст ему уверенности. Ждем от него дубль хотя бы сегодня. По такой игре возможно. Я думаю, вот если мы на первых минутах говорили, что Кузбасс всеми силами в атаку не побежит сразу, да, то сейчас 5-1 играть, конечно, еще много и много, но отыгрываться-то уже пора бы гостям. Да, Кузбассу, я думаю, обострять. Пора идти большими силами вперед, и это будет шанс для Строителя. На контратаках, да. Вот что на контратаках сыктывкарский Строитель должен играть на высшем уровне. И Павел Яковлевич Франц, как защитник известнейший, как один из лучших защитников мира в истории отечественной, в истории хоккея с мячом международного, да, а если, может быть, даже и лучший, вот, то именно игру в обороне и быстрые контратаки он поставил своим хоккеистам в первую очередь. Тем более все понимали, что ждет сыктывкарский клуб в Суперлиге, и ставить игру именно в атаке, прежде всего, это было довольно рискованно, наверное. Да,
Ну, мы, мягко говоря, наверное, в шоке сейчас все находимся от увиденного. Да, я думаю, такого результата после 30 минут игры не ожидал никто. Но еще играть 2/3 матча, поэтому ну, чуть-чуть больше, и мы еще не забываем, что еще дополнительное будет время за тайм-аут. А здесь офсайд. Да, вне игры. Михаил Селедков залез в офсайд. У нас игрок, который на линии всегда располагается, готовый оторваться от защитника в любую минуту. Чем-то напоминает такого Инзаги, да, из истории футбола. Вот. Простите за параллели, конечно, но они сами все напрашивались. И в этот раз защита не упустила. А вот Оппенлендер она упустила, да? Ну, мы видим, что Кузбасс пока не стремится вперед, катает мяч на своей половине Мне кажется, поля. Кузбасс даже пока не видит, как атаку начать, да? С какой стороны лучше. То есть в неком нокдауне гости? Жалко, что не в нокауте, да? Но в любом случае они бы перерыв будет, и в перерыве скажет пару ласковых Алексей, тренер Кемеровского Кузбасса, Кичков. Я запамятовал уже. Помнишь, что тезка? Алексей Кичков там. Конечно, сложно сейчас даже подбирать слова, чтобы дать характеристику тому, что происходит. Конечно, в настоящее время происходит просто равное перекатывание мяча. Да. Но это если не смотреть на цифры на табло. Если смотреть цифры на табло, то может показаться, что команды находятся наоборот. Нет, я думаю, что если посмотреть цифры на табло, может подумать, что оператор табло ошибся, да? Да. Или что Новый год именно у него, а вовсе не у гостей. Хотя я напоминаю, что встречается, по сути, команда, 5-я сейчас уже в турнирной таблице, с 13-й. 13-й, да. Мне кажется, что этими 5 мячами Строитель отнял часть аудитории из Кемерово нашей трансляции. Возможно. Что многим, не будем говорить за многих, да, кто-то уже точно предпочел продолжение трансляции крепкий здоровый сон. Ну, может, и не совсем крепкий, а может, и не совсем здоровый. После увиденного, да. Может, и не сон, да. Я думаю, что сейчас на сайте, где идет трансляция, можно смело вешать марку 18+, убирать от экрана детей, и продолжать дальше. А вот Кузбасс на чужой половине поля вроде даже как-то удалось закрепиться. И вот моменты! Но Максим Шакиров вышел из ворот, забрал мяч в руки, смело бросился навстречу препятствиям, навстречу нападающему гостей. Ликвидировал угрозу. Строитель продолжает искать удачу. На чужой половине, цепляться за мяч, очень активно прессингует. И вот прессинг проходит. Удался, это снова Михаил Селедков, он, похоже, сегодня в форме. Давали его прострел, вот это, да, надо было замыкать, конечно. Не удалось. Но там бдительно сыграли игроки обороны все-таки, да, и поэтому только угловой. Сейчас будем наблюдать. Напоминаю, что пока Строитель свои угловые реализовывал со 100% точностью. 2 из 2. Да. Но было это в первые 7 минут игры еще. Ну да, мы уже минут 20 еще не видели стандарты исполнения Строителя. Вот капитан команды Сергей Шибонкин делает подачу, и что там? Мяч-то так опасно летел. Ну, по крайней мере, нам с высоты так показалось. Может быть, вблизи не так все смотрелось интересно. Но вратарь среагировал, все равно руки вверх так поднял. И Кузбасс, мы видим, снова не может перейти в атаку. Так замешкался на своей половине поля. Ну, будем откровенны, вот ожидал ли Кемеровский Кузбасс, когда приехал Сыктывкар после 4-8, после 15-3 от Енисея, что Строитель будет вот так вот бороться, что покажет такой хоккей с мячом? Да вряд ли, но гости вышли, понимая, что они пропустили один мяч, сейчас забьют. Забили же, да, пропустили еще раз, значит еще забьет. А вместо этого мы получаем еще несколько мячей в ворота кемеровчан, и игра уже приобретает совершенно другой оттенок. Сейчас мяч у нас остается. Да, Строитель начнет от своих ворот. Да. То есть... Не спешат уже Сыктывкарцы. Я просто
в ожидании, в предвкушении второго тайма. Потому что вот первый тайм, я не думаю, что мы сейчас увидим что-то неожиданное, да. Вот во втором тайме, когда игра будет перестроена, прежде всего, у гостей, да, то есть Строитель продолжит играть на контратаках, а вот гости будут уже, посмотрев, как играет Сыктывкарский клуб, будут пытаться искать ключи к обороне. Потому что единственный мяч Кузбасс забил с углового, это мы не можем сказать, что это ключи от обороны. Моментов, если так вспомнить, у Кузбасса мы не наберем даже. Ну вот Максим Шакиров, да, сейчас, да, вышел. Но это был полумомент. Да, то есть... Сейвов да. Мы не видели пока, да, таких ярких. Спасений, если по-русски говорить. Да, команды снова в центре площадки. Ну, здесь снова у Строителя мяч, он Сергей Шибонки посмотрел, увидел, что его не прессингуют, да, он увидел, не прессингуют, мяч уходит за лицевую линию, ну, пусть и уходит. Это же, во-первых, это выигранное время, а во-вторых, это, скажем, меньше риска потерять мяч. Если бы там прессинговал бы игрок Кузбасса, то, может быть, стоило там, да, побороться, не пустить его к лицевой. А Кузбасс не прессингует. Кузбасс, мне кажется, еще не понимает, что 1-5 это, в общем-то, не 1-2. И это довольно тяжело отыграть даже у Строителя. Хотя мы понимаем, да, что Сыктывкарский клуб в этом сезоне лидер по пропущенным мячам. Там даже, по-моему, Кировская Родина меньше, да. Ну, где-то так. Там, соседничают. Как и по таблице, так и по разнице и по пропущенным мячам. Так что... Забить 4,5 мячей в Сыктывкаре это тоже сложно. Это, допустим, Нижегородский Старт это смог сделать, когда Строитель, будем мягко говорить, поплыл. Это Сипсельмаш сделал в первом туре. Опять же, дебютная игра, и хозяева были все на нервах. Ну а так-то, Динамо, вспомните, какие проблемы в Сыктывкаре имела. Зоркий здесь вообще проиграл. Это тот самый Зоркий, который на своем поле дает бой там СКА-Нефтянику. Поэтому просто Кузбассу не будет, это точно. Но они, кажется, шапками выходили на лед, закидывая хозяев в поле. Но сейчас у Кемерово есть шанс отыграть. Да, снова угловой, ворот Строителя. Ну, как-то тоже не спеша так кемеровчане идут на него. То есть, ну, сами понимают, что начать все с чистого листа после перерыва будет лучше, чем сейчас бросаться, сломя голову, рискуя получить сломя, еще. Да, вот, если открывать все тылы, бросаться с шашками на голову, то можно получить и 6, и 7, а это... И, в принципе, не выходить уже на второй тайм. Да. Но пока здесь просит арбитр повторить, да. Видимо, раньше выбежали игроки Строителя с ленточки. Смотрим, как на дальней штанге у нас довольно уверенно стоит защитник. Выглядывает, так довольно забавно сверху смотреть на это все. Вот, подача. Удар. Нет. И стенка сыктывкарцев приняла. До вратаря мяч-то не доходит даже, да? Вот сейчас, может быть, метался сейчас мяч в воздухе, остался он у Кузбасса. На фланге гости. И вынуждены назад отыгрывать. Вот сейчас вратарю. Дай вратарю мяч. Пусть он его потрогает хоть так. Хоть не вытаскивая из-за спины. 25-й номер пытается начать атаку. Это Денис, капитан команды. Совсем его сегодня не видно было на поле до этой минуты. Опытнейший тоже игрок. Тоже большую часть карьеры провел в Кемерово. Родился в Краснотурьинске, воспитанник школы «Маяка». Был серебряным призером первенства мира среди юношей 2001 далекого уже года. 16 лет, Александр. Мы тогда с вами только в школу ходили. Да. И с 2006 года Денис Крюшенков в составе Кузбасса играет. Привлекался в сборную России. 3-кратным чемпионом мира становился. Но то, что его не вызывает в сборную, это отнюдь не говорит, что и лучшие его годы позади. Наоборот, 33 года это самый расцвет, наверное, в отечественном хоккее с мячом. А если вспомнить Дениса Бояринцева, Романа Бояринцева, так все хочется его Денисом называть, да, в честь известного футболиста Спартака в прошлом, опять же. Вот. Если вспомнить Романа Бояринцева, то 33 года это молодость. Вот сейчас
опять прессинг Строитель включил на чужой половине И поля. успешно Да. атаку зарубили на корню. Атака Кузбасса такой, как борщевик, да, она пытается разродиться, а ее все рубит в этом матче. Падение. Здесь, конечно, нарушил правила игрок Строителя в борьбе за позицию. Ну что, менее 10 минут до перерыва. Фантастика пока что, да. Да, не верится пока в результат, но мы это видим. Читал на вашем сайте, Александр, напоминаю, что у нас в студии сегодня редактор отдела новостей БНКоми, читал комментарии, посвященные к этой игре, и там один мужчина писал, что он дом ставит на победу гостей. Причем непростой, непростой, а желтый. Да, эх уж эти ваши политические шутки. И вот уважаемый мужчина, который ставил там дом, вы извините. Для тех, кто из других регионов, мы сейчас говорим о доме, о желтом доме. Это администрация региона, то есть где правительство и глава региона сидят. Да, вот уважаемый комментатор, который ставил дом. Походу, пока что вы его нам проигрываете. Да. Но, конечно, еще впереди второй тайм, и загадывать не будем, и все может измениться в любую секунду. То есть, как мы видели неожиданности в первом тайме, так, может быть, и увидим во втором. Это хоккей с мячом, и как вчера мы общались с Денисом Садаковым, да, нашим полузащитником, как он верно отметил, здесь мяч круглый, да, банально, но так оно и есть. Мяч круглый, поле довольно-таки ровное, если видим по картинке. Все может быть. И я уверен, что Кузбасс лапки не сложит, крышки не положит. Будет играть дальше. Сейчас затяжная атака гостей. Здесь еще такой был выстрел по воротам, прямо как из прощи, да. Там Максим Шакиров даже, мне кажется, вступил в игру. Не ожидал с такой дистанции удара, но все-таки справился с ним. Переведи мяч на угловой. Мы сейчас смотрим повторы. Вот там. Да, прямо неожиданно из-под игроков вылетал, там мешали обзору. Розыгрыш стандарта. Удар. Там прям несколько обманных бросков было, и мяч вот до сих пор Да, и вот... Перекладина? Показывают игроки, что там, наверное, от Кузбасса, от кого-то из сыктывкарцев мяч ушел, или что-то в этом роде, потому что как еще иначе можно понять постукивание себя по голове, да? Вряд ли это от досады. Ну, в общем, такой неприятный момент. Сейчас удаление в составе Строителя. Это Артем Лихачев покинет поле. Наш тоже воспитанник сыктывкарского хоккея с мячом. Это первое удаление в составе Строителя в этой игре. Только на 40-й минуте. Ну, это значит, что мы второй тайм начнем в меньшинстве. Да? По крайней мере... Пусть лучше так, да, чем при 5-2. Угу. Интересно увидеть повтор того момента. Мне показалось, что там мяч в перекладину попал. Как-то так. Мое зрение, хоть и было определено врачами в военкомате на 2 единицы, не позволяет увидеть с верхотуры нашей кабины комментаторской, куда вылетает такой маленький мяч. Вот. Но пока зато она позволяет видеть, как развивается атака гостей. Немножко приободрился, по-моему, Кузбасс вот этим моментом. Ну, они были близки, да, к тому, чтобы отквитать хотя бы один мяч. Их можно понять. А вот Строителю очень важно, мне кажется, все-таки именно с разницей в 4 мяча уйти на перерыв. Это гол в раздевалку всегда плохо, поэтому и 5-1, и 5-2 это разница большая. Пока что вот заброс не засчитано, да, не засчитывается этот мяч. Да, судья отменяет. Сразу было видно по движениям арбитра, и хоть уже обрадовались болельщики, хоть уже взмыли вверх руки, но что там было, офсайд или нарушение правил? К сожалению, непонятно, да. с этого ракурса. Но я думаю, что все-таки нарушение правил, да, потому что если бы офсайд там чуть пораньше была поднята рука. Но в любом случае мяч в воротах оказался, это пусть и не засчитанный, это все равно приятно. Ну вот сейчас смотрим, да? Так, ну да, вот типа нарушил правила, да? Ну, движение придержал было, поэтому судья больше на него среагировал, потому что касание там незначительное, мне кажется, да, было. Мне кажется, не было нарушения, никакого больше, да.
Максим Медведев у нас оказался в числе нарушителей правил. Ну, ничего страшного. 5-1 это тоже неплохо. Хотя мы максималисты с вами. Вот, напоминаем то, что если кто-то у нас здесь находится рядом или вдруг на экране смотрит трансляцию рядом со стадионом, что в перерыве у нас будут конкурсы для болельщиков. То никуда не уходите. Будет весьма интересно. Погода позволяет побыть и на трибунах, да, то есть у нас довольно так приятно. Вот здесь еще один угловой зарабатывает Кузбасс. Второй нужно отбиться, дотерпеть эти несколько минут. Но с игры пока Кузбасс не создал практически ничего, да, то есть даже опасный момент, который был, там не знаю, куда уж мяч попал, перекладину, штангу или может всем все показалось, но это было после углового, да. И сейчас тоже не удалось пробить гостям после углового. Да, то есть пока что я вот не вижу, за счет чего Кузбасс на 4-м месте-то в турнирной таблице, да, по этой игре, по этому тайму. Понятное дело, что один тайм это не показатель, по нему не судят. Но все равно же лидер хоккея отечественного с мячом должен показывать себя и в таких играх. Я уверен, что мы 8 января, чуть не сказал сентября, да? 8 января мы видим здесь Енисей. И Енисей вот после сегодняшней игры Кузбасса, он будет просто на максимуме готовым играть. А максимум от Енисея мы уже все видели в Красноярске, да? Можно еще отметить, наверное, то, что все-таки дорога длинная. Ну, проделали путь непростой. А с другой стороны, у Кузбасса было время, чтобы приехать сюда и заранее, да? То есть последняя игра, если не ошибаюсь, была 26 декабря, может быть там 27-28, но в любом случае неделя прошла уже, это точно. И можно было чуть пораньше приехать, восстановить силы, опробовать сыктывкарский лед, найти все его ямки, трещинки, как сказала бы Земфира. Да, последняя минута первого тайма, основного времени, еще будет компенсированное время, потому что был тайм-аут. В исполнении Кузбасса, да. Ну, сейчас Строитель не будет особо спешить. Вот неудачный вот в игру в исполнении Максима Шакирова. И там и сразу, перехват, да. Но отработали. Вынос. Да, отработали, выбросили мяч на чужую половину поля. Пусть Кости катаются с мячом. Вот да ради бога, да. То есть мы пока готовы их встретить на своей половине. Вот пока Строитель прессингует в центре поля, да, то есть на чужую не выкатывается. Здесь все хорошо. Пока что все было под контролем. Вот снова мяч у Сыктывкарского клуба. Не удалось в одиночку пройти. Да, хотел обыграть. Это снова не стоило, наверное, так делать. Это с Максимом Медведевым у нас был 70-й. Ну и хороший отбор сразу же. А нет, было да, нарушение правил, да. Ну там незначительное, да. То есть... Ну, Строитель, конечно, все, от обороны докатывает. Ну и Кузбасс, мы уже видим, что вперед не бежит. Да, там последняя минута тоже, наверное, идет. Включая компенсированное время. Поэтому вот сейчас, возможно, что-то получится. Атака по флангу. Удар, да, это было неприятно. Угол, конечно, острый, но из таких углов залетают мячи. Вот сейчас нам еще повтор. Да, вратарь у нас вот отбивает, практически растянувшись в полушпагате. Ну, можно сказать, что Максим Шакиров почувствовал игру. Да. Несколько раз в нее вступил, отбил довольно неприятные удары. Не скажу, что они там прям стопроцентные были. Но все же смотрелось неплохо. И любой удар по воротам это потенциально гол. Тем более вот такие. Сейчас заброс. И 12-метровый, да. Не хватило выдержки. Не дотерпели, да, чуть-чуть. 12-метровый удар. Давайте посмотрим. Не видно с этого, конечно, повтора, что именно здесь было. То ли нарушал правила игрок, сбивая хоккеиста Кузбасса, то ли там в руку ему мяч попал. Не согласен, сыктывкарцы тоже идут разговоры с арбитром. Там еще, я так понимаю, еще и на офсайд были подозрения с той точки. Да, вполне возможно. Вот, но в принципе еще ничего не потеряно, да. 5-1, во-первых, счет, во-вторых, у нас есть Максим Шакиров.
Смотрим. Красавчик. Отбивает вратарь. Браво, мяч. Максим Шакиров. 5-1 и свисток на перерыв. На этой просто, наверное, шикарной ноте. Смотрим еще, давайте повтор. Нет, Шакирова нам покажите. Да, ну, конечно. Хорошо мы смотрели на бывшего игрока. Но ничего страшного. Напоминаем. Ну, что сказать, фантастика. 5-1. 5-1, и мы пойдем, наверное, отдохнем, просто переведем дух после этих счетов. Ущипнем себя еще лишний раз, потому что мало кто мог представить такое развитие событий. Ну, это либо сон, либо новогодняя сказка. Да, ну, смотрим вот еще раз. Ну, прям по центру, и, в общем, Максим был там, где нужно. Элегантно выставив ножку, наш вратарь отбивает. Всем удачи, увидимся через считанные минуты. Пока да. Я думаю, есть шанс у нас сегодня. Череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды. Настоящий снегоуборщик «Прораб», 5,5 лошадиных сил, захват 53 сантиметра, всего за 19 900 рублей. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.
Возобновляем нашу трансляцию из Сыктывкара. Подходит к концу перерыв матча «Строитель» Кузбасс, город Кемерово. После первого тайма удивительная цифра на табло. Со счетом 5-1 лидирует сыктывкарский «Строитель». Отличились хоккеисты «Строителя» уже на первых минутах после розыгрыша углового. Затем кемеровский Кузбасс счет сравнял. Также после стандартного положения второй угловой принес успех сыктывкарскому «Строителю» 2-1. И потом последовали 3 мяча с игры в исполнении хоккеистов Паула Франца. Под занавес тайма кемеровский Кузбасс смог один мяч отквитать, но с ударом с 12-метровой отметки блестяще справился голкипер сыктывкарского «Строителя» Максим Шакиров, сохранив разницу в счете в 4 мяча. Вот. И поэтому у нас довольно оптимистичное настроение перед вторым таймом. Не удалось гостям забить мяч в раздевалку. Вот. И уже мы видим, как гости выкатываются. На льду уже также и хоккеисты «Строителя». Ждем начала встречи. Ну и ждем, наверное, завершения последних конкурсов с болельщиками. Довольно активная программа была в перерыве. Разыгрывали у нас и инструменты, разыгрывали сертификаты на вождение. И самое, что интересно, что все это будет ждать болельщиков и 8 января. Напоминаю, 8 января сыктывкарский «Строитель» принимает Красноярский «Енисей» на своем поле. Все так же будет. Хотелось бы, конечно, чтобы и счет был после первого тайма там такой же. Вот, но поживем, как говорится, увидим. Ну что, да, все готово. Возвращаемся к игре. Все готово у нас к игре. Я думаю, сейчас вот стартовые минуты второго тайма будут во многом определяющими. То есть, насколько Кузбасс перестроится сейчас, какие тренерские наверное, решения. Я бы не сказал определяющие, они будут показательными, наверное, да? Да. Сказать, да, чтобы мы увидели, какие выводы сделали гости по истечении этих 45 минут. Мы же сделали для себя выводы только положительные. Щипали друг друга. Чуть ли не ногами не били. Выяснилось, что это все не сон. Да, ну и вообще сейчас тоже удалось с болельщиками пообщаться. То есть приятно удивлены сыктывкарцы. Если бы у нас был бы не экран, не прямой эфир на всю страну, то можно было сказать и другими словами. Тем более мы все равно отойти довольно тяжело. Но давайте. Первый тайм позади, мы начнем его матч с нуля. Да, то есть такие очевидные вещи мы советуем «Строителю» просто выбросить из головы вот нынешний счет и действительно играть свой хоккей, да, как будто ничего не было. Да, поехали. Как будто счет 0-0, второй тайм. И нужна победа и в этом тайме тоже. То есть не закладываться о том, что ну вот главное второй тайм не проиграть там. Конечно. С разницей такой-то. То есть просто продолжаем играть, как ни в чем не бывало. Тем более мы понимаем, ну, смотрите, вот активный прессинг сразу Кузбасс включает. Да, Кузбасс сразу включился минуты, в игру. Да, даже минуты не прошло, Кузбасс уже показывает то, что он будет лезть вперед, прессинговать на чужой половине поля. Напомним, что «Строитель» сейчас играет в меньшинстве. Да, у нас Артем Лихачев был удален за 5 минут до конца игры, до конца первого тайма. Пару минут еще, как минимум, ну это было на 39-й минуте. Был удален Артем Лихачев, то есть... Ну, то есть 6 минут таких, да. 1,5 минуты добавленного из-за тайм-аута. Ну, а пока угловой зарабатывает кемеровчане. Неприятно, да, пока начало такое. Ну, оно ожидаемое, с другой стороны. Надеюсь на то, что Кузбасс не будет атаковать, проигрывая 1-5. Как подача. Дернулся вратарь, проследил просто за полетом мяча, увидел то, что никакой опасности этот удар не представляет. Вот. Вы, Александр, общались с болельщиками, мы общались с Владимиром Федосеевым, молодым игроком «Строителя», который восстанавливался после травмы, у него был перелом ключицы, тяжелейшая травма, но 10 числа уже хоккеиста выписывают из больницы. И потом после этого там период реабилитации и приступит хоккеист к тренировкам. Да, не хватает сейчас глубины состава «Строителю». Поэтому каждый игрок на вес золота, я думаю. Да, то есть Досеев у нас 10 будет выписан, Ваюшин. Надеемся, что все-таки в течение месяца приступит к тренировкам. Месяц мы будем без Сергея Филатова, без защитника нашего.
И буквально 2 недели без нападающего Владимира Власюка. Но сегодня, справедливости ради, стоит отметить, что Михаил Селедков, наш еще один нападающий, свою задачу выполнил, мяч забил, причем пробил без шансов для голкипера гостей, для Евгения Воронкова. Опять же, повод вспомнить о традиции, да, которую мы напоминали в начале матча, что в этом году Евгений Воронков принял участие в 4 матчах Кемеровского Кузбасса и во всех Кемеровский Кузбасс одержал победу. Ну, любая полоса рано или поздно прорывается. Ну, надеемся, это У строителя вот уже, да, затяжная полоса поражений и 5-2. Вот... Да, все-таки быстрый гол забили гости. Не хотелось, да, конечно, это видеть сейчас. Давайте, может быть, перекрутим вживую, да? Может быть, офсайд какой-нибудь увидит арбитр? Может... Ну, нет, все-таки... Довольно легко, да, свободно дали пройти, да, получил передачу. 1 на 1, и, в общем... И, в общем-то, не помешали бросить. И тут уже Максим Шакиров, наверное... был не то чтобы бессилен, да, отразить такой момент было. И вот сейчас и тут же 5-3. И 5-3 становится счет. Вот это начало. Подбадривают хоккеисты Кузбасса друг друга. Понятно, конечно же, что 2 мяча за 1 минуту, там не прошло ее даже забить. Это серьезный удар сейчас по хозяевам. И, наверное, тайм-аут бы пора брать, да, сразу же. Да, вот начало... Ну, смотри, они, строитель, вот разводит мяч, сразу его теряет. Ну, надо взбодриться ребятам, потому что они двигаются, даже не двигаются, это я не могу сказать, это движением. Да? Вадим Стасенко как раз отличился, это опытнейший игрок, о котором мы тоже говорили много. И Денис Борисенко, да. Да, неприятное начало, 5-3. И сейчас нужно успокоиться, в первую очередь, строителю. Не знаю насчет успокоиться, но нужно бегать. Не позволить Кузбассу поймать кураж. Мне кажется, что строитель и так вышел слишком спокойнее, наверное, правильно, второй? Потому что после забитого первого мяча, второго в данном случае, да, Кузбасса, как мертвые просто передвигались из защитники, и вот будем откровенно, положим руку на сердце, то что забитый Кузбассом второй мяч за 1 минуту, это прежде всего недоработки в обороне. Не то что недоработки, расхлябанность и разгильдяйство. И вот сейчас еще одна атака гостей, удар. Ну, да, здесь выше ворот мяч проходит. К счастью, да, мяч проходит выше ворот. Неприятно. Выговаривает вратарь Максим Шакиров. Ну, тут показывает, видимо, арбитр, что угловой задел клюшку защитника, да? И поэтому он полетел выше ворот только, да? В этом угловой. Да. Осадили гости наши ворота. Другого-то быть, конечно, не могло. Да, но нужно все-таки сконцентрированнее действовать. Удар, еще удар и гол снова. Нет, не засчитывается. Не защит. Ну, показывает арбитр руками, сразу развел, что не будет ничего. Очень опасно сейчас и было. И все-таки с какой-то там уже 2-3 попытки на добивании Максим Шакиров мяч забирает. Сейчас падение Максим Немцев, если не ошибаюсь, да, 44-й наш номер, получил повреждение в этом эпизоде. Давайте посмотреть повтор. Где у нас там мяч? Там прямо ногами буквально. Да, ну гости уже вскинули руки. Ну, это высший пилотаж игры на линии ворот от наших оборонцев в данном случае. Ну, надеемся, что этот момент придаст уверенности сейчас строителю, потому что нужно стоять на своем. Не позволять гостям так легко забивать, как это вот мы увидели в первые минуты. Да. И желательно отвести игру все-таки от своих ворот, потому что строитель на чужой половине поля пока мы не видели, по-моему, в том тайме. Ну, строитель пока смотрелся эти стартовые 6 минут довольно растерянно, да. Они... Нельзя залезть в умы, в головы игроков, но это все было так расхлябано. Ну и было очевидно, что Кузбасс пойдет вперед и не подготовится к этому. Ну ладно. Ладно, проехали, и сейчас нужно действительно сконцентрироваться и действовать. Ну, уже говоришь, да, что надо начинать с нуля. Да. Вот, мы начали с нуля, проигрываем 0-2, да? Ну и все. 0-2 это не тот счет, которому стоит удивляться.
расстраивается, его можно отыграть. Главное сейчас очередной раз отбиться, довольно опасный, да. Такой сейчас будет. На входе практически штрафную сбили нападающего Кузбасса. Розыгрыш, удар, мимо. Хладнокровно вратарь в один мяч взглядом. Вот он пытается подбадривать наших игроков. И болельщики тоже завелись. Да. Действительно, это то, что сейчас необходимо, все вместе. Начинался второй тайм в мертвой прям такие тишине, в гробовой. Покажите любому другому городу команду, которая выиграет 5-1, и вот эту тишину, и они удивятся, за кого здесь болеют. Ну сейчас вот хоть разродились громогласным эхом строитель трибуны. Надо поддерживать сейчас свою команду. Это строителю сейчас уже тяжело, но дальше будет не менее сложно. Гости снова атакуют. В центре поля пытаются мяч на фланг перевести. Прострелить не удается. Но еще атака продолжается. Зинцов, да, сейчас возится с мячом. Подхватывает 28-й Денис Борисенко. Смещается в центр. Уходит сольный от проход игроков строителя. Но по-прежнему контролирует мяч. С другой стороны, не удалось ему сделать обостряющую передачу. Не удалось на оперативный простор выйти. Тоже, можно сказать, небольшой плюс Сыктывкарцам. Ну вот зато сейчас практически в один проходит и рядом с воротами мяч пролетает. Индивидуальный черный проход прямо по центру поля. Ну, смотрим, давайте еще раз. Василий Жаукенов. Да, в первом тайме таких проходов практически не было в исполнении Они гостей. позволяли даже. Даже не то, что они, может, конечно, не пытались особо, но встреча действовала более цепко. Угловой очередной. Подача, удар. И 5-4, да. Да. Ну давайте сейчас тайм-аут возьмем. Пора, Серьезно. я думаю, уже. Давно было. Ну, в общем, как-то опять так буднично разыграли, пробили. И уже 5-4. Как будто, ну, по сути, преимущества больше нет. Да нету, конечно же. Один мяч в хоккее с мячом — это вообще не показатель. Это... И тайм-аута по-прежнему нет. Хотя надо было успокоиться нашим. Строитель рискует посыпаться, вот как было в матче с Нижегородским Стартом домашним, да, когда при счете 1-2 выпускает верный, голевой, 100% момент нападающей команды. Следует 1-3, и после 1-3 мы строители, в принципе, не видели на поле. Была только тень команды, которая даже в атаку особо не могла идти. И снова Вадим Стасенко отличается. Все ближе и ближе, наверное, к своему 600-му мячу в чемпионате России. Довольно тяжело сейчас смотреть все происходящее на поле. Такое, пока еще нету такого вот чувства обреченности, да, но оно вот уже где-то зарождается, наверное, внутри. О том, что так отдать игру, которую ты выиграешь 5-1 за 10 минут второго тайма, это надо уметь. Это далеко не каждая команда может себе такое позволить. Причем, как бы, ну, никакие обстоятельства так ни на зло не играли, то есть ни удаления, ни каких-то спорных судейских решений. Да, конечно. Сами виноваты, сами привезли. Я повторюсь, второй мяч. И вот это что вот сейчас очередная передача и 5-5. Оказалось, что вратарь спасет, да, там закрыл угол. И вот Каланчин, Владимир Каланчин, игрок, который входит в расширенный состав сборной России на чемпионат мира в хоккее с мячом. Жалко, что не по регби. Сравнивает счет. Вот. Ну, тут чистый выход 1 на 1. Ну, не просто было со второго угла попасть, но попал. Ну почему не просто? Ну, мяч было просто подкинуть. Да. Вратарь уже распластался. И вот только сейчас тайм-аут. Да, и вот сейчас тайм-аут. Ну, в общем-то, уже поздно. Мне кажется, да, запоздали. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Но фантастика, да, за 11 минут 4 мяча гости отыгрывают. Наверное, даже сейчас любой другой попросил бы послушать, о чем говорит тренер, но мне кажется, там не очень лицеприятные слова сейчас сыпятся в адрес наших хоккеистов.
Но я честно скажу, что в комментаторской будке такая же обстановка. И приятных, хороших слов нету. Да? Потому что такие мячи пропускать, какие были в эти 12 минут, нельзя, непростительно. Нельзя так выходить на поле после перерыва. 5-1, ну, вы же в конце концов не с дворовой командой играете, да? Ну, не с командой средств массовой информации города Сыктывкара. Да, с одним Ну, из с другой лидеров стороны, да, и команда российского средств хоккея с массовой мячом. информации тоже может что-то из себя показать, да? Вот. Печально все это, и самое-то печальное, что играть-то еще полчаса с лишним. Кузбасс, конечно, Кузбасс не будет. останавливается. Какой останавливаться? Кузбасс будет атаковать, и вот сейчас раза 3 пытался бросить игрок по мячу, по воротам, простите, но он не мог попасть никак по снаряду. Конечно, после матча конференции хочется задать один вопрос наставникам команд, что это было, да, и по первому тайму, и по второму. Полностью как будто мы две разных игры смотрим. И в первую очередь мы видим два разных строителя. Вот в чем интересно. очередной главой Кузбасса. И вот 5-6, да? И вот 5-6. И вот мы уже в догоняющих оказываемся. Просто матч перевернут с ног на голову за 13 минут. Но мы это говорили уже, то, что он перевернут за 11 минут, потом за 12. Вот сейчас мы говорим за 13. Ну, в общем, да. А без комментариев, Сложно да? тут что-то сказать. А морально-то каково сейчас, да, игрокам? Они выходили 5-1. Мне кажется, реально строители уже шапками. Все теми же шапками, которые Кузбасс закидал, они их подняли, отряхнули, так сказать, от снега, ото льда и закидали обратно. Стасенко, Вадим. Стасенко все забивает. У него 19-й мяч уже в этом сезоне. Того, гляди, до лидера общего зачета добежит. Ну вот момент у строителя! Подниматься показывает арбитр, а вот сейчас бы, Хороший конечно, момент. сравнять бы надо. Выход 1 на 1 чистый, но не удалось переиграть Там голкипера. опытнейшие игроки обороны Кузбасса не дали прям так выйти по центру, вывели на острый угол, а там уже вратарь. Да. Вратарь, который, видимо, не хочет свою тенденцию и статистику прерывать победную. Хотя после 1-5. Ну вот, строитель очнулся только к 15-й минуте, хоть момент голевой сумел. Строитель сейчас похож на вот ту самую Золушку, да, которая потеряла туфельку в 12 часов. Будем говорить, на 46-й минуте ее карета превратилась в тыкву. Хочется верить, что наступил уже новый день. И где-то добрая крестная фея снова нам наварганит, нашаманит что-нибудь приятное. Ну или, наконец, какой-нибудь принц прекрасный в синей форме появится и забьет пару мячей в ворот Кузбасса. Да, мы снова видим, как кемеровчане контролируют мяч уверенно, зарабатывают стандарт очередной. Или нет, отворот будет? Да нет, он головой показывает арбитр. Да. То есть один стандарт за другим ворот строителя, 2 уже завершилось взятиями ворот во втором тайме. Нет, тут просто аут в данном случае, аут. да, не головой, аут. Просто все равно от игрока строителя мяч ушел. Сейчас он уже в сыктывкарской команды. Ничего, конечно, не потеряно. Всего лишь, как мы и говорили, один мяч это всего лишь один мяч. Мы уже видели, что здесь за 11 минут можно забить 5 подряд и все. Да, главное сейчас психология. То есть да, сыктывкарцам снова найти свою игру. И вот, ну догоняй, ничего, да. Вот. Не хватило подмоги сейчас в одиночку практически там. Мне кажется, сейчас где-то бензопила завелась после моего и. Вот, а вот строитель не завелся. Ну, такая пошла игра довольно открытая, практически на встречных курсах. Вот снова Кузбасс. Да, очередной стандарт. Остается с мячом, но нет, аут. Розыгрыш мяча, там довольно возле Лесовой, конечно, близко было. Конечно, вратаря Сыктывкарского клуба. Сложно, наверное, винить Максима Шакира в пропущенных мячах. Я язык не поворачивается это сказать. И вот момент! Да забивай ты! Да что такое-то происходит? Да, это 100%, даже 200% практически момент. Надо возвращаться в игру, а если не забивать такие моменты, то какие еще забивать?
Фантастика. Это как раз Свирида, да, 91 номер. Он уже отличился в этом матче. Сейчас мог дубль оформить. Но не переиграл в ближнем бою голкипера. Не смог поднять мяч над ним. Вот это к вопросу, да, то есть к тому, что вот Стасенко такой мяч-то и забивал, да, там, в ближнем углу. Там, ну, в общем, он 3 из 3 таких забьет, а наш хоккеист, к сожалению, вот один забил, один нет. Один нет, да. Ну, если есть момент такой, значит, будет еще лучше. Есть вера и на это. Ну, ждем, то есть строитель, в общем, не опускает руки, старается что-то изменить, но, конечно, нужен результат. Ну и Кузбасс пока, сейчас мы смотрим, чуть-чуть успокоился. Да, Кузбасс тоже, я думаю, ну, невозможно в таком темпе все 45 минут провести, поэтому... А в каком темпе, Александр? Да, не сказать, да, да, не было что темпа они... же такого, да, заперли просто, и все. Они же не играют на скоростях, конечно, бегают. Заперли просто строители на своей плане. Да, продолжают гости атаковать, проход по флангу и потеря мяча. Да, отворот. Смотрим еще. Да, встречают. Выйти. Ну, тут Кузбасс поплотнее сейчас играет, чем в первом тайме. Не до этого так вольготно распоряжаться мячом, даже на своей половине поля, на поступах по центральному кругу. Заваливает действия строителя и нарушение правил. Пока без санкций. Санкции в России — это одно из главных слов последних лет. Здесь пока обходится без них. Пытаются разогнать атаку сыктывкарцы, но тяжело. Такая стена настоящая, оборонительные ряды тут встречают хоккеистов. Попытка забросом прорваться тоже не удалась. И сейчас и контратака. Контратака, да, опасная. 20 номер на правый фланг. Клементий Тарасенко разгонял эту атаку. 22 года этому молодому игроку, воспитанник Хабаровского СКА «Нефтяника». Если так посмотреть на состав, то у Кузбасса довольно много воспитанников своей школы. Приличная поросль у Кемерово. Несколько сразу хоккеистов. В том году в Сыктывкаре выиграли золото первенства мира из юниоров до 19 лет. Но сегодня их на поле не видим. Вот снова такая... И штанга, да? Штанга спасает, и добивание. Вот. Вот все, что мы хотели этим сказать, да? То есть 5-7. 65-я минута. Такая массированная атака гостей, то есть даже первый удар не завершился взятием ворот на добивании, был первый игрок из Кузбасса. Это то, чему учат, как принято говорить, да, в НХЛ, да, в хоккее с шайбой, надо бежать на добивание. Вот смотрите, он первым оказался расторопнее всех, увидел мяч, что то есть не сказать, что он прямо бежал, а просто он оказался в нужном месте. И среагировал. Увидел, просто поставил клюшку, это Денис Крюшенко, капитан Кемеровского Кузбасса. Мы можем только сетовать на упущенные моменты, на свою собственную расхлябанность в начале, не сконцентрироваться в начале второго тайма. И очередная атака Кузбасса. Вот, и мяч в руках Максима Шакирова. Ну, что сказать. Все же, мне кажется, с тайм-аутом, конечно, надо было раньше. Да, за 20 минут 0-6, по сути. Ну, вот сейчас вот по второму тайму. Это катастрофа. Но опять свои моменты надо было реализовывать. Ну, да. Реализуйте два момента голевых, которые были. Было бы 7-7, и мы сейчас так бы не расстраивались вместе с вами. И вот кажется, что те болельщики из Кемерово, которые после 5-1 ушли на покой, на боковую, они будут завтра приятно удивлены, увидев итоговые. Ну, впрочем, еще играть все-таки полтайма, поэтому надеемся подачу углового строителя. Удар. Еще нет. Удар, еще удар, да? Но 99 номер не удалось. Кемерово показывает, что никто не переживал, что все было под контролем, там Артем Савельев. Ну вот сейчас Кузбасс, конечно, всеми силами в атаку не побежит, его достаточно и на контратаках будет поиграть. Да, все в руках. Команда. Поэтому вот сейчас на опыте, конечно, если они будут действовать, то тяжело будет. Мы вот говорили в первом тайме, не видно, за счет чего Кузбасс так высоко в турнирной таблице, да, на 4-м месте. Все, они проигрывают 1-5, 13-й команды Суперлиги. Но вот сейчас видим, да? Сейчас видим.
переломили ход встречи. Во многом, конечно, и Строитель в этом помог. И, ну, нельзя, повторюсь, так играть при 1-5, при 2-5. Просто так расхлябанно и бездарно, как сыграли в тех эпизодах. Что поделать? Команда только становится на ноги. Вот сейчас неплохо атакуют сыктывкарцы. Удар! Не удалось пробить. Во-первых, там до ворот было довольно не близко. Во-вторых, угол острый, бросок уже в любом случае накрывал хоккеист в белой форме. Ну и вратарь все-таки есть. В пару раз уже. То есть там не мешок картошки стоит. Играет, да? Играет. Снова в атаке сыктывкарцы. Но не удается ничего извлечь. И контратака гостей. Ну, команды просто поменялись, да. Они не только поменялись половинами поля, они поменялись и манерой игры, и с счетом. И вот сейчас удаление в составе Кемеровского Кузбасса. К сожалению, в хоккее с мячом удаление это практически не играет весомого вклада в результат. Только если там на весь матч, да. Там, конечно, да, грубо сыграли. Клюшкой подножку сделал. Хоккеиста Строителя. Хулиган. Хулиган из Кемерово, да. Есть вот песня в исполнении Бориса Гребенщикова «Человек из Кемерово», да. А у нас будет хулиган из Кемерово. Вячеслав Швецов. Номер 70. Строитель с мячом, но пока далеко от ворот. Ну, на своей половине поля, да. Что ж там. Не просто. Да. Вячеслав Швецов, вот сейчас посмотрел, играл у нас в Енисее, в Старте, в Райском Трубнике и в Кузбассе. 25 лет этому хоккеисту. Вот неплохой проход. Удар, ну, блокирует, но вот сейчас мяч остается. Прострел. Это даже не прострел, такая была накидка там, да? Да, но не попал в клюшку. Можно было с лёта такой мяч колачивать в девяточку. И потом на все обзоры лучший гол мирового хоккея с мячом января хотя бы уж. Да. Ну, оживился Строитель немного в атаке. Ну, Строители и при 5-5 были моменты, и при 5-6, и при 5-7. Вопрос в том, что реализация хромает, конечно. Мы как видим, там мальчик с мячом. Болбой наш хоккейный заигрался чуть-чуть, затянул время. Так, аут разыгрывает Строитель. Мяч на фланге, прострел в центр. Конечно, прострел, там борьба будет за снаряд в штрафной площадке. И вот уже контратака Кемеровского Кузбасса разгоняется. Ну, не спешит игрок. Борисенко. Денис придержал мяч, дал Строителю возможность вернуться на свою половину поля, ну и заодно и своим хоккеистам подтянуться поближе к центральной линии. Да, пошла 71-я минута между тем. То есть близится финал поединка. Ну да, и 5-8, практически в одиночку. Уложил игрок Кемерово. Прошел всю вратаря. оборону. Давайте посмотрим на этот момент. Во-первых, нужно было сбивать его, да? Ну, я вот буду в этом уверен, убежден. Это и Денис Игошин. Или 9-й, да? Да, 9-й. Денис Игошин. То есть, во-первых, нужно было сбивать еще до входа в штрафную площадку. Чего там с ним, как говорится, нежились, вырубил, ну да, удаление, сравняли бы составы. Но видно же было, что этот момент будет стопроцентнейший. Удаление и штрафной с острого угла, это не гол. Это вы еще забейте. Ну, Кузбасс с 12-метровой отметки не забил сегодня. А что там уж со штрафного-то говорить. Ну, ладно. Вот просто непонятно, и как оценивать сегодняшнюю игру Строителя, да? То есть, с одной стороны, мы видим просто шикарный, шедевральный, фантастический, можно другие эпитеты приводить первый тайм, а с другой видим вот 7 мячей пропущенных во втором. Это вот как матч со Стартом было, да, и реализация сразу куда-то ушла, и в обороне стали сыпаться, и вот эти забросы дальние, эти передачи стали проходить. Ну, я думаю, тренерский штаб сделает выводы после этой игры, потому что так, конечно, играть нельзя.
И снова Кузбасс идет в атаку. Сейчас будет на дальнюю штангу прострел, но все-таки два игрока обороны Строителя были. Если они такой бы прострел бы пропускали, то впору и нам с вами, Александр, надевать коньки. Простите, у нас дозаявочная кампания завершилась. Да, к сожалению. Да. Но у вас есть массовое катание, возможность потренироваться. Еще Ну, в принципе, угловой. иначе как массовым катанием в исполнении Строителя второй тайм не назвать, да? Да, и Кузбасс продолжает создавать моменты. Ну, так, на автомате уже скорее. Угловой тут все-таки не то, чтобы создавать, но ушел, создал. Главное идти вперед, атаковать. Ну, сейчас болельщики поймут все. Если вот собьешь особенно гол! Да! Красавчик. Просто молодец, да. 6-8. Ну, я надеюсь, это так взбодрит сейчас. Игра еще не закончена, гол да? сыктывкарцев. Как нету Нет? гола? Нету гола, вы представляете? А мы с вами слепые, оказывается, Александр. Ну, просто сложно было поверить, что и третий такой момент Строитель запорит. Слушайте, не знаю, такой мяч нужно забивать с закрытыми глазами. Извините, конечно. Ну, вот сейчас посмотрим повторы. Мы видели уже гол. Не знаю, как вы. Ну, чистейший выход 1 на 1, никто не мешает. Но... сеточка сколыхнулась с другой стороны, Александр, видите. Мяч попал в сетку. Да, но не знаю. С закрытыми глазами, одной рукой и на одной ноге надо такие забивать. И, не знаю, каким быть инвалидом, чтобы... Простите, конечно, за такие сравнения. Никого не хотели обидеть. Но... Такая реализация в Суперлиге непростительна. Да, в таких моментах проявляется мастерство. У нас даже режиссер трансляции, по-моему, сейчас удивился за дверью. Как так? Ну, с другой стороны, это мы с вами так хорошо сидим, рассуждаем, да, смотрим за хоккеем с мячом, а вы окажитесь на месте нападающего, да, может, по мячу даже не попадем. Кто знает. Может, вместо мяча сами окажемся в воротах, упадем, споткнемся. Возможно, всяко. С другой стороны, верить в то, что 300 голевых моментов не реализовать, это тяжело. Может быть, снова надо ущипнуть друг друга. Может быть, мы все-таки в перерыве остались. Да. Фантастика, конечно, 0-7 второй тайм пока. И непонятно пока, что Строитель может противопоставить. Ничего. Мне кажется, вот так игра так и продолжится. Вот да, здесь гол. Да, 5-9. 5-9 становится счет. В одно касание, да, такой пас на центральную точку. Удара в одно касание. Давайте еще раз посмотрим, насладимся этой эстетикой момента. Видим, да, вот. Игрок гостей совершенно свободен, никто его не встречает. Роман Бояринцев там, не знаю, что охранял. Склад, наверное, с боеприпасами. Да, не сказать, что Кузбасс что-то сверхъестественное продемонстрировал во втором тайме. Просто так буднично, дежурно забил 8 голов. Как будто, знаете, работник цеха, да, вышел на работу, там, свои детали там штамповать. Одну сделал, вторую сделал, третью сделал там 5-6, перекурил, отдохнул, еще парочку сделал. Ну, а первый тайм будем считать, что проспал. Ну, первый, да, проспал. Ну, нормальное состояние русского человека, вышедшего на работу не 9, а 5 января. Да? В общем, у нас такая жизненная игра получилась, достаточно. Очень. Да более, я бы сказал, жизненная. Я просто представляю, какая она жизненная будет 8 января. На матче с Красноярским Енисеем. Не, ну, Александр, мы с вами хотели увидеть красивую игру в исполнении Сыктывкарского Строителя. Мы ее увидели. Да, 45 минут. Наше желание исполнилось. Да, то есть никто же не просил, чтобы мы ее видели там весь тайм. Да? Какие могут быть претензии? Просили игру, получить. Ну, потом уже, видимо, люди из Кемерово тоже хотели увидеть красивую игру в исполнении Кузбасса. Может, они лучше попросили своих игроков. Такой вечер по заявкам. Да.
Еще осталось, чтобы мы дали сейчас свои мобильные номера телефонов, и чтобы нам прислали смс-ки, мы объявляли поздравления с Новым годом для наших слушателей. Здесь стоит задуматься. Вот момент был, но на месте голкипер гостей. Намертво забрал мяч. Зачем вы смотрите эту игру? У нас нормальное рекламное предложение, Александр. Концерт по заявочкам. Ну, вратарь, конечно, Кузбассу во втором тайме с высшей точки, с высшей стороны себя показал. Остается непробиваемым. Да. В половине встречи. Мне кажется, сейчас стоит эту игру тренерам сборной показать. И подумать, может, еще над вратарскими кандидатурами. Чемпионат мира. Ну, Кузбасс уже, я думаю, доигрывает постоянно встречу. Да, но уже мне, все понятно. если вы посмотреть на то, как Строитель играет в обороне, этот тайм, мне кажется, что Строитель тоже доигрывает. Что хочу сказать. То, что вечер большого хоккея у нас на этом не прекращается. Конечно, на трансляции прекращается, но на лед сразу после матча Строитель Кузбасс выйдут участники первенства России по хоккею с мячом среди юношей 2003-2004 года рождения. Там сборная команда Республики Коми сыграет с соперниками из Костромской области. Матчу будет предшествовать небольшая церемония открытия. Вот, так что, если у вас есть свободное время, желание прогуляться по улице, ну, или просто провести его приятно, то милости просим на стадион, если вы еще это не сделали. Да, кстати, там все-таки, извините, наши должны выиграть. Хочу добавить, что по данным технического онлайна игры 1500 зрителей на матче присутствует. Или на трансляции? На матче прямо, да? На трибунах. На трибунах. Немного, но и немало. Ну, для скажем, первой игры, учитывая, что она проходит 5 января, достойно. Да, вы попробуйте кого-нибудь из своих друзей там 5 января на прогулку вывести, да? На лыжи. Все по домам сидят, все в гости друг к другу ходят. Такое время у нас сейчас, Новый год, праздники. Многие, думаю, в отъездах, каких-то там отпусках, мини-отпусках. Да. Ну, мне кажется, опять же, Строитель тоже в втором тайме в отпуске был. Ну, а Кузбасс первым. Он сейчас неточная передача в исполнении гостей. Хотелось бы, конечно, еще один мяч все-таки видеть, чтобы... Нарушение. Михаил Середкове, да. Чтобы, ну, хоть не в сухую проигрывать же этот тайм. Да. Ну, не 0-8 же, ребят. Давайте, соберитесь. Еще. Понятное дело, что 3 мяча Строитель вряд ли забьет за это оставшееся время. 10 минут остается. Даром, что только если не в свои ворота, но в свои ворота у нас забивать уже нельзя по правилам. Там за это прямая красная карточка, если вдруг кто не знает. После инцидента в прошлом году. Поэтому... Столкновение в центре поля. Большая остановка, довольно болезненно. Для Строителя это вообще любое столкновение болезненно, да, то есть заменить равноценно игроков обоим это и неким. А впереди еще, напоминаю, 3 домашних матча. И, в принципе, если не 7, то мы не ждем ничего такого сверхъестественного. Даром только если братья Винчестеры придут. То в оставшихся 2 можно побороться и за очки. Напоминаю, что только 3 очка сейчас у команды из Сыктывкара. Да, это победа над Зорким. Ценой травмы Александра Ваюшина. Вот. Ну, а тут у нас буднично, как ни в чем не бывало. Кузбасс провел еще одну голевую атаку и заработал угловой. Там действительно уже момент был стопроцентный. Могло даже показаться, что мяч тоже в сетке ворот. Но это не так, как с момента, когда Никита Свиридов, да, попал в сетку с внешней стороны. И мы там уже прям возрадовались. Здесь уверенно. На месте голкипер. Да, прямо в руки Максима Шакирова прилетает мяч. Максима Шакирова, если кто не знал, прозвище Шакира. Довольно не нужно обладать дедукцией и интуицией, чтобы понять почему. Шакире нужен Пике. Ну, пока
На своей половине поля Строитель контролирует мяч. Кузбасс прессингует. Ну, обозначает, наверное, прессинг. Да. То есть тот прессинг, который они включили в стартовых минутах второго тайма, и вот то, что видим сейчас, это две большие разницы. Как и первый и второй тайм в исполнении Сыктывкарского Строителя. Иногда вот начинаешь жалеть, что матч длится не 45 минут. Да, в этом случае, конечно. Я вот представляю сейчас удивление многих поклонников русского хоккея, которые... Во-первых, удивление, которое было в перерыве, потому что, мне кажется, многие в перерыве посмотрели счет, не поверили своим глазам, протерли очки. Знаете, когда популярный мем, да, «Строитель, ты ли это?» Да, а нет, все в порядке. Вот примерно так же у нас сегодня прошел хоккей с мячом. Прошел матч против Кемеровского Кузбасса. На болельщиках, наверное, лица сейчас тоже нету. Да, не слышно на трибунах совсем наших зрителей. Ну, видно, что немножко пустеют трибуны. Ну да. Второго перерождения в этой игре мы уже не увидим. И да, играть осталось-то 6 с лишним минут. Да, будет интересно послушать после матча пресс-конференции, как сами наставники команд оценивают такое состояние своих подопечных. Ну, читайте на сайте БНК, что скажут тренеры команд после игры. Обязательно мы об этом сообщим. Ну или на YouTube можно заодно еще посмотреть трансляцию. Не трансляцию, простите, а запись пресс-конференции на YouTube-канале хоккейного клуба «Строитель». Нас довольно просто найти, вбивайте в поиске ХК «Строитель». Опять же, не нужно обладать никакой логикой, интуицией, дедукцией, да? Чтобы это сделать, сверхъестественные способности в этот момент... Кузбасс, ну просто в одиночку проходит, но Максим Шакиров. Вот тут, я не знаю, если бы вот такой мяч умудрился Кузбасс забить, да, со встречного угла. Просто... Ушел от бабушки, ушел от дедушки, да. Да, и, в одиночку всю оборону проходит, какие гостей. Не удалось как следует поднять мяч, и на уровне рук вратаря снаряд оказался. Не удается атака. Да, вот такой вот неоднозначный сегодня день. С одной стороны, увидели великолепный первый тайм, с другой провальный второй. Ну и главное, что он еще идет. И вот снова каркас ворот, да, спасает. Но мяч-то все равно остается у Кузбасса, да, и вот снова удар по воротам. Кузбасс собирает все подборы фактически во втором тайме. Около ворот Строителя просто стабильно. Если один удар есть, то второй тоже. Прямо баскетбольная команда, да? Да. Сейчас еще трехочковые броски пойдут от Кузбасса. Но хотя вот пара трехочковых бы Строителю не помешала, мы тогда бы выиграли. Но, к сожалению, это такой фантазии. Баскетбола, скрещенного с хоккеем с мячом, я пока в своей жизни не видел. Ну, стоит задуматься. Может быть, будет новый вид спорта, в котором Сыктывкар будет впереди планеты всей. Смотрите, как изящно обманывает Максим Зубарев на своей плане поля хоккеистов Кемеровского Кузбасса. Мы, конечно, хотели, чтобы это было в штрафной площадке гостей, а не возле своей штрафной. Ну, тоже плюсик в карму. Да. Навык дриблинг прокачан. Да, не спеша атакуют гости, уже так на автомате скорее. Ну, игра уже тоже, в принципе, сама по себе такая вяленькая у нас идет. Ну, уже все понимают. Серьезно? Вы все понимаете? Да уже, я думаю, давно. Здесь интрига в этом матче примерно такая же, как и на выборах президента России в 2018 году. Я вот думаю, что... Еще атака Кузбасса и 10-й, да? Нет. Нет? Нет. Ну что, какой 10-й? Посмотрите, как уверенно потирает руки Максим Шакиров. То есть как бы угловой. Ну, давайте смотрим за этим моментом. Фактически уже даже не встречают. Да, зачем? Вы бросьте. Зрители хотят голы. Ну, мы им даем эту возможность. В общем, во втором тайме Максим Шакиров сейчас самый активный игрок Строителя. Он, мне кажется, чаще всех мяча касался.
в конце концов, 8 раз он его вытаскивал из ворот, ну и спасал тоже немало. А сейчас снова еще будет угловой, да? Вы, конечно, подумайте, что мы немножко ерничаем, но это все любя. Ирония тоже должна присутствовать. И мы, как и вы, очень переживаем за команду. Болеем за свою команду. И тоже понимаем, что с таким составом, не обладая глубиной состава, с такими сильными командами, очень тяжело первый сезон в Суперлиге. Поэтому на это тоже нужно делать скидку. Довольно молодой состав, надо сыгрываться. И если, например, сибирские команды, да, там, на лед выходят уже в сентябре, там, может даже в августе, то на большой лед строители выходят на Кубке России. Считайте, когда приехал в Ульяновск, отыграл там товарищеский матч и сразу в бой. Большого льда не хватает, конечно же. В Сыктывкаре мы с нетерпением ждем известия о катке крытом, который обещают построить к 2021 году. И Сыктывкар, как вы знаете, одобрена заявка Сыктывкара на принятие чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. Так что ждем, верим, надеемся. Это означает, что хоккей с мячом в столице Республики Коми будет развиваться. И, уверен, будет только на подъеме. Да, первый год тяжелый, нам остается только его перебороть и радоваться даже вот таким довольно кратковременным, да, как первый тайм сегодня, но все-таки проблеском в игре, положительным моментом. Понятно, что негативные моменты есть всегда, они будут, никуда не уйдут, но давайте искать и положительные. Да, первый тайм это то, что сыктывкарская команда может нанести себе в актив. И я надеюсь, что такие еще отрезки мы увидим не только на 45 минут, но и целиком на весь матч. Вот сейчас приедет Енисей, а мы ему десятку забьем. Вот и потом поговорим, да, кто у нас молодец, а кто у нас лидер сезона. Ну, это так, конечно, из разряда фантастики на данный момент. Пока что у нас доигрывается матч. Последняя минута у нас идет. Ну, напоминаем, да, то, что 8 числа Енисей приезжает в Сыктывкар, 8 января. Это будет в 17:00 игра также. Да, будет просто вывеска шикарная. Даже если вы просто любите хоккей с мячом и не переживаете за строитель, то я вам советую прийти на стадион. Ну, это то же самое, как если бы в футболе, например, приехал там Зенит или Спартак. Ну да, к вашему Тосно, да? Условному. Вот, к химику Воскресенскому. Вот. Ну, а если вы этого не сможете, да, то добро пожаловать, я уверен. Да, что я уверен? Мы знаем, что в это же время будет трансляция на YouTube-канале и на сайте БНКоми. Ну и на следующей неделе еще ожидает 11 января игра с Динамо Казань, домашняя. И 14 января с Волгой. Это те матчи, где, в принципе, можно побороться за очки. В первую очередь, конечно, с Казани, но и в Волге дали в Ульяновский бой сыктывкарцы. Поэтому ждем вас всех на трибунах. Мы, конечно, с вами ни в коем случае не прощаемся. И тем более матч-то еще идет. И вот сейчас еще момент. Были близки хоккеисты. Вот у нас вот сейчас, да, у нас же было добавленное время. Да, пошло тайм-аут. Вот сейчас только компенсированное начинается. Вот, а мы уже чуть было не ушли вместе с вами на перерыв. Такой трехдневный. Вот. Была попытка строителя провести напоследок организованную атаку. Успехом не увенчалась. И вот хоккеисты Кузбасса уверенно приходят на чужую половину поля. Может, им хочется десяточку забить для круглого счета, да? Пока не получается. Но вот борьба за мяч. Мечется он, попадает в Максима Шакирова. Но там высоко поднятая крышка на самом деле была. Да, мяч будет у строителя. Успеет ли сыктывкарцы провести атаку? Он только если вот вратарь Кемерово из ворот выйдет и мяч пустые ворота залетит, вот только тогда это, можно сказать, получится. Ну и раздается у нас финальный свисток со счетом 5-9. Завершается этот увлекательный, неоднозначный абсолютно матч. Спасибо тем, кто смотрел нашу трансляцию. Напоминаю, 8 числа 17:00 Енисей
играть против Сыктывкарского строителя. Ждем вас на матче, ждем вас на трансляции. Да, оставайтесь с нами, ставьте БНК, любите русский хоккей. Всем удачи, до свидания. Всего доброго. череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды. Здравствуйте, можно машину «Центральный стадион»? Да. Поеду Голджим.